Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, является основой радости. Самую большую радость в жизни нам приносит пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Наибольшая радость – это встреча с ним в судный день и утоление жажды из его прекрасного водоема. Пророк, алейхиссаляту вассалям, радовался. Его радость была соответствующей величию Аллаха. Всевышний Аллах сказал, смысл: «Скажи, это милость и милосердие Аллаха, пусть они возрадуются этому, ибо это лучше того, что они накапливают в мирской жизни». Радость посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, всегда была связана с величием Творца, с осознанием Его величия. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, проявлял радость из-за многих вещей в жизни. Например, он обрадовался, когда дети иудеев приняли ислам, а после умерли, и он заплакал и сказал: «Хвала Аллаху, который посредством меня спас их от ада». Также он обрадовался, когда сподвижники вернулись из сражения при Хайбаре с победой, дарованной им Всевышним. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, радовался и тогда, когда встретил Джа'фара. Когда ему сказали: «Это Джа'фар идет», пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не успев полностью одеться, некоторые части его тела были открыты, быстро встал, дабы обнять господина Джа'фара ибн Абу Талиба, и сказал: «Я не знаю, чему мне больше радоваться, победе в Хайбаре или приходу Джа'фара». Приход этого высокочтимого сподвижника он сравнил с полноценной победой, потому что перед пророком, саллиллаху алейхи вассалям, у него был высокий уровень. Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, радовался тому, чем возвеличил его Аллах при женитьбах. Радовался, когда выдавал замуж своих дочерей. Он их готовил для создания семьи со смирением и адабом перед Всевышним. Сделал им свадьбы, после чего не повел себя, как некоторые люди, которые, когда радуются, забывают все правила и адабы. Большинство людей при женитьбе сына или выдаче замуж дочери говорят: «Это ночь радости, ночь свадьбы». И порой перестают совершать намазы и другие обязательные дела, иногда выходят за рамки дозволенного. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, себя так не вел. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в своей жизни показал этику и правила, соблюдаемые при радости, поскольку порой радость без адаба лишает человека хорошего взаимоотношения с Аллахом. Первый этический пример – это все дела относить к Аллаху. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда видел что-то удивительное, говорил: «Хвала Аллаху, который по своей милости завершает благое». Во время радости по любому поводу он сразу совершал земной поклон похвалы Аллаху. Когда узнал о принятии ислама племенем, он совершил суджда. Когда Аллах отводил беды, также совершал суджда. Поэтому следует относить дела к Всевышнему. Второй этический момент – это выявление радости. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Объявляйте о никахе и бейте на свадьбе в бубен». Это потому, что при выявлении своей радости выявляется радость и у других, а это возрождает любовь между людьми. Когда пророку, саллиллаху алейхи вассалям, оказывали помощь, и когда Аллах выявил то, что желал, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, проявлял смирение и покорность. В очень радостный день, когда Аллах даровал взятие Мекки, пророк, алейхиссаляту вассалям, явился смиренным, на нем была изношенная одежда, и он наклонился так, что лицо почти касалось животного, на котором он был. Такова была его смиренность. В час радости он не стал гордиться, считать это своей заслугой, а отнес все успехи к Аллаху, свят он и велик. Также этикой радости является отправление вестника о радости. Когда был ниспослан аят о покаянии Кааба ибн Малика и тех, кто был с ним, то пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сразу отправил вестника Каабу ибн Малику, чтобы обрадовать его. Отправлять письма знакомым при радости является сунной пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Также сунной пророка, саллиллаху алейхи вассалям, было чтение такбира при виде того, что радует, как он это делал, к примеру, в праздничные дни. Пророк, алейхиссаляту вассалям, любил выявлять радость в праздничные дни. Даже били в бубен, веселились в мечети пророка, саллиллаху алейхи вассалям.
Однажды наша госпожа Айша пожелала посмотреть на это. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил ее: «Ты желаешь посмотреть, о Айша?» Он встал у двери, и она позади него, и смотрела на эфиопов, которые веселились и били в бубен. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, продолжал стоять у двери и спрашивал ее: «Достаточно ли тебе?» До тех пор, пока она не насмотрелась. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, любил выявлять радость. Самая большая радость была у пророка, алейхиссаляту вассалям, в этой жизни, когда его дочь Фатима, да будет доволен ею Аллах, родила Хасана и Хусейна. Он выявил эту радость, носил их, обнимал и, конечно, воздал хвалу Аллаху, зарезав акику. Это одна из сунн посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Мы молим Аллаха об увеличении нашей радости, радости мусульман. Когда Всевышний возвеличивает человека какой-либо причиной радости, то стоит вспомнить свою радость, относящуюся к посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, и что истинная радость – это радость встречи с Аллахом и Его посланником, алейхиссаляту вассалям. Радость действительно велика, если она соответствует смыслу слов Аллаха. «Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас».